Жемчужина Севера. После Сыктывкара второй по масштабу город в Коми. Вы, наверное, уже догадались, сегодня мы расскажем об Ухте. Но повествование наше не о центре нефтяной и газовой переработки. Мы расскажем о том, что для ухтинцев давно уже стало обыденностью, но по-прежнему не перестает удивлять гостей города. Первое, что видят пассажиры подъезжающего к Ухте поезда – скульптура на высоком холме, напротив железнодорожной станции. Профиль Владимира Ильича уже давно стал визитной карточкой Ухты. Гигантская голова Ленина сварена из металлических труб и установлена на горе Ветлосян еще в 1970 году, к столетнему юбилею вождя мирового пролетариата. Авторство его принадлежит, тогда находилась такая фирма «База комплектации превышечных сооружений» БКПС. И вот они там базировались как раз, и, собственно говоря, решили сделать городу вот такой подарок, специфический. Ну, нельзя сказать, что это какое-то уникальное произведение в смысле своих художественных достоинств, но то, что это, в общем-то, больше таких вещей вроде как нет нигде, это можно утверждать полностью. И действительно, ухтинский Ленин уникален. Это самый большой профиль Ильича в стране, а значит и в мире. Его высота 33 метра. Монумент просматривается почти с любой точки города. Ленин как будто парит над Ухтой. В советские годы силуэт вождя обрамляли 120 электрических лампочек, которые зажигались и гасли одновременно с уличным освещением. Этот светящийся портрет видели все пассажиры вечерних и ночных поездов. Сегодня железный Ленин потерял былой блеск. Он постарел, проржавел. Надо сказать, это не просто фантазия этих самых БКПС. Дело в том, что, в общем-то, раньше, когда мы говорили о том, что Ухта появилась и так далее, все, конечно, первое, что делали, приводили слова Губкина, Ивана Михайловича, который сказал: тем, что этот отдаленный край не был забыт, мы обязаны зоркому глазу Ильича, его заботе и вниманию. Вот, собственно говоря, с этого и начинается наша советская история, и вот наш город во многом тоже начинался отсюда. Роза Николаевна помнит еще те времена, когда вокруг Ленина, выражаясь образно, кипела жизнь. Особенно в летнее время. Здесь была деревянная танцплощадка, передвижной киоск. С детьми еще ходили сюда гулять. Я 40 лет работала. То есть это было такое излюбленное место горожан? Ой, все ходили сюда. И праздники отмечали. День железнодорожника, день рыбака, день танкиста, военно-морского флота. Вот эти все дни отмечали здесь. Все было в цветах. Лампочки были. Ага, это ярко-красное было все. Издалека видно, поездом едешь. И старый, млад, все ходили сюда. Танцы были. А здесь одни пустые бутылки сейчас. Ветлосянская гора и по сей день популярна среди здешних жителей. Сюда приезжают отдыхать семьями, устраивают свадебные фотосессии. А еще отсюда открывается прекрасный вид на город. Ухта как на ладони. Ухта небольшой, но удивительно красивый городок. Он удачно расположился по берегам рек Ухта и Чебью. На месте их слияния раскинулся городской парк культуры и отдыха. Недалеко от городского еще один парк – детский. Он примечателен тем, что здесь нет искусственных насаждений. Это настоящий сосновый бор. С одним лишь «но». Под ногами вместо ягеля – трава. Как нам рассказали местные жители, мох содрали еще в советские годы на многочисленных субботниках. Скульптура мальчика, сжатым кулаком и суровым взглядом, украшает детский парк города Ухта. Ухтинцы сегодня этот памятник так и называют – просто памятник мальчику. А у этого мальчика есть имя – Павлик Морозов. Памятник поставили еще в 1968 году. И не случайно.
Еще с 50-х годов этот уголок носит имя пионера номер 1 Павлика Морозова. Правда, надписи, указывающие на героя скульптуры, до наших дней не сохранились. Неудивительно, что подрастающее поколение не знает, кому или чему посвящен этот памятник. Скульптура Павлика Морозова принадлежит нашему скульптору из Литвы Амбрулявичусу. Сейчас отношение к Павлику Морозову, скажем так, разное. Но по большому счету это страница нашей истории. Оценки могут меняться, эту тему надо исследовать. Большинство ухтинских скульптур связано с революцией либо с историей промышленного освоения севера. Как, например, этот памятный знак на берегу реки. Именно здесь 21 августа 1929 года высадилась геолого-разведочная экспедиция. Она добиралась из Архангельска. Собственно говоря, можно сказать, что отсюда и начинался город. Здесь рядом находились остатки промысла, который здесь работал еще до революции, русского товарищества «Нефть». Это были остатки деревянных строений. И, видимо, члены экспедиции решили, что именно здесь можно остановиться, раз уже прибыли в место дислокации. Здесь можно было укрыться от непогоды. И, собственно говоря, можно сказать, что отсюда начинается наш город. За нами улица Заводская, и это промышленная часть Ухты. В это трудно поверить, но еще до 60-х годов 20 века вместо современных 5 и 9 этажек местность эту украшали деревянные нефтяные вышки. Одна из скважин как раз находилась недалеко от места высадки экспедиции. Это геолого-разведочная контора. Одно из старейших зданий в нашем городе, деревянное здание. Дальше вы видите жилое сооружение, и вот за ним как раз и находится место, где была пробурена скважина, подтвердившая наличие промышленной нефти. Вот, пожалуйста, здесь вы видите мемориальная доска, на которой написано: впервые в России промышленная нефть была получена из дивонских отложений. Считается, что именно эта скважина открыла Чебиусское месторождение. Собственно говоря, месторождение, на котором мы с вами сейчас стоим. Город стоит на Чебиусском месторождении. Еще один памятный знак покорителям севера, недалеко от города, на берегу Ухты. Это памятник первой нефтяной скважине, которую пробурил промышленник Константин Сидоров еще в 1868 году. До него нефть не выкачивали из недр, а просто собирали с поверхности земли и воды. Вот за этим домом впадает в реку Ухту ручей Нефтьёль. Вот этот ручей Нефтьёль. И напротив этого ручья Нефтьёль, на другом берегу реки Ухты, на левом берегу, находится скважина Сидорова. Памятный знак, который вот вы видели. Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не поведали еще об одной ухтинской достопримечательности. В нашей республике всего 4 памятника Александру Сергеевичу Пушкину. В столице, в поселке Казлук Устюгского района, в Воркуте и здесь, в Ухте. Современный памятник Пушкину – это точная копия скульптурной работы репрессированного художника Николая Бруни. Вначале он работает на общих работах, затем его уже привлекают как художника. Он рисует плакаты, пишет портреты, а в 1936 году Яков Моисеевич Мороз поручает ему создать памятник Пушкину. Открытие памятника произошло весной 1937 года. К столетию со дня смерти поэта памятник был создан.
скульптура Бруни несколько раз меняла прописку. Сначала ее установили на улице Пушкина, затем между здешней школой и театром, а чуть позже в детском парке. Памятник был сделан как такая недолговечная парковая скульптура. Внутри не было даже каркаса, дерева, не обожженный кирпич, такой. И этот памятник нуждался в постоянной реставрации. И пока в Доме пионеров работал Корчевский, а у него был такой художник Амбрулявичус, они все время следили за памятником. Где-то подмазать, где-то подкрасить, где-то что-то такое сделать. Но потом того и другого в 80-е годы, в начале 80-х годов отправили на пенсию, и памятник стал потихоньку разрушаться. В конце 90-х годов усилиями ухтинских художников скульптура была отреставрирована. По сделанным слепкам в Санкт-Петербурге отлили новый памятник из бронзы. Его открыли на Октябрьской площади в 1999 году, на 200-летие поэта. В годы становления советской власти шла активная ликвидация церквей. В зданиях храмов открывали клубы и избы-читальни. В Ухте же история повторилась с точностью до наоборот. В этом красивом здании в советское время располагался Центральный дом культуры. А теперь мы с вами побываем в Доме культуры нефтяников. Сегодня здесь новогодний бал. Молодые рабочие нефтепромыслов и заводов, строители и студенты собрались, чтобы встретить новый 1957 год. В 90-е годы Дом культуры превратили в церковь, не меняя его внешний облик. Лишь на портике лиру, символ искусства, заменили крестом. Конечно же, это не все достопримечательности Ухты. Город хоть и молодой, но здесь есть на что посмотреть. Интересна и сама история города. К слову, в 40-х годах прошлого века в Коми СССР бурно обсуждалась идея о переносе столицы края в Ухту. Якобы это приблизит власти к северным районам, освоение которых активно велось в то время, да и будет способствовать дальнейшему продвижению культуры на север. Осуществиться этому плану помешала начавшаяся война. И это уже совсем другая история.